Долги по коммуналке. Проблема актуальна для всех регионов России. Где-то должны больше, где-то меньше. Великие Луки в числе городов, где плату за коммунальные услуги жители вносят почти регулярно и почти добросовестно. Несмотря на непростое положение в экономике страны и отнюдь невысокие зарплаты горожан, удается удерживать сборы по коммунальным платежам на уровне прошлых лет, рассказывают в ЕРКЦ. Сейчас по итогам прошедшего вот этого периода в этом году у нас 98,6 средний уровень сбора. То есть он неплохой. Хотя эта цифра содержит, конечно, как и платежи за текущие месяцы, так и погашение долгов. И все-таки задолженность по коммунальным платежам у великолучан есть. Более 70 миллионов рублей. Как говорят в ЕРКЦ, это составляет примерно сумму сборов за месяц. То есть при усредненном расчете месяц весь город пользуется услугами ЖКХ без оплаты. По закону на все суммы, не оплаченные в срок, начисляются пени, и часто немалые. Чтобы хоть как-то облегчить финансовое бремя задолжникам, ЕРКЦ уже в 5-й раз проводит акцию «В Новый год без долгов». Суть ее в том, что, заплатив долги в январе, можно избежать оплаты уже начисленных штрафов. У всех у квитанции есть 2 строчечки. Это основная задолженность, если таковая имеется, и долг по пени. Так вот, при оплате полностью долга основного пени можно зачеркнуть и не оплачивать. То есть это вот наши управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, они идут на такой шаг, они прощают, скажем так, наши штрафы для того, чтобы мы могли рассчитаться по основному долгу. Если, например, основная задолженность составляет 60 тысяч, то штрафов и пени на нее набежит около 15 тысяч рублей. Как раз эту сумму можно сэкономить, полностью оплатив долги в течение января. Неплохой подарок к Новому году.